Она была маленькая, незавидная такая типография, но тут серьезные вещи ничего нельзя было делать. Газет нельзя было печатать, например. Книги такие несложные, книги мягкой обложки делали в виде брошюр, а так больше ничего, по-моему, нельзя было делать. Вот так мы и начали. Здесь это 2000 году. Ну и до 18 года каким-то образом мы вот так работали. Усилием Гурана Олега Алексеевича государством было, правительством было выделено денежные средства в количестве 10 миллионов рублей. И мы, соответственно, как заведующий или директор типографии, я поехал, закупил. Там сложности, конечно, очень большие были. Это связано с дорогой, выжиданием. Там это 70-60%, около 70% станки, вот эти оборудования закупались за границей. Каким образом? Это в Москве, в Питере и в Ростове, в 3 городах нужно по отдельным оборудованиям, нужно было там находиться, и на фирмах при помощи дилеров нужно было заказывать, например, во Франции, в Японии, в Китае, и оттуда согласовывать, составлять с ними договор по мере, пока прибудут в Москву на фирмах. Вот. Это нужно было ждать, и все вместе, чтобы они состыковались и одним разом вывезти сюда. Где-то месяц-полтора месяца этим занимался и вывез уже в Абхазию, на территорию Абхазии. Считается современнейшее оборудование, в основном цифровое. Цифровое качество, конечно, уникальное. В виде больших и маленьких оборудований мы взяли, я закуп сделал с Москвы и с Питера где-то количество 35 штук оборудования. Это имеется в виду цифровая печатная машина, двухцветные ризографы, дубликаторы, круглильные станки, потом нитка-швейка, склеивающее оборудование. Очень много, например, буклетмейтеры, ламинированные станки, которые горячая ламинация. Они очень интересные, с 2 сторон могут сделать, и в какой кратчайший срок можно это все производить. Взяли фальцевальный аппарат. Раньше, когда я работал, например, 500 тираж, объемом 20-30 печатных листов работали 5-6 человек фальцеванием. 5-6 человек сейчас вот это в течение часа, 2-3 часов заменяет одна машина. Пока мы не запущены, у нас готовое, все стоит, но пока решается вопрос финансирования. По просьбе университета я выпустил 3 книги. Это 55 судеб детских во время Абхазо-Грузинской войны и материалы научной конференции, посвященной столетию Анчабадзе. И Республиканский центр повышения квалификации переподготовки специалистов. Вот эти 2 книги последних в мягкой обложке, но цветное изделие, цветное изображение, остальное черно-белое, вот цветная обложка. В нашем печатном цеху самое современное цифровое оборудование, которое дает возможность печатать очень высокого качества издания. Хочется работать побыстрее, я уже привык, 20 лет работаю в этом. Жду утверждения штатных единиц. Хотим минимальное сделать по силе возможности штатной единицы, и с удовольствием начнем работать. Оборудование позволяет, специалисты у меня есть с кем работать, и хотим новой силой, новыми возможностями, вместе наравне с нашими оборудованием начать работать, и все.